В этой дуне есть рай. Тот, кто не вошел в этой жизни в рай, он не войдет в рай в грядущей жизни. Клянусь Аллахом. Все, что есть в этой жизни, подобно тому, что остается от того, кто прилипнет к пальцу сына Адама, когда он опустит его в море. Я чувствую запах рая. Кто-то может возразить, сказать: шейх Ходжа, что такое говорите? И вот он увидел барана мертвого, но с обрезанными ушами. И он сказал: кто-нибудь из вас хотел бы, чтобы в современном мире неверующие атеисты, модные агностики, они не верят всему этому. Поэтому, когда рассказываешь обо всем этом человеку далекому, да, они говорят: ах, если бы эти люди знали. И как должно, особенно сейчас, во время этой дикой российско-украинской войны, понимать. Тем мусульманам России, которые воюют здесь, ради чего они воюют? Дорогие братья, все мы в жизни сначала рождаемся, потом взрослеем, потом стареем и оказываемся на пороге смерти. И самое удивительное, что человек на протяжении всей жизни, он зачем-то бежит. Ему постоянно чего-то не хватает. Когда он еще не взрослый, он хочет повзрослеть. И, казалось бы, он не обделен такими милостями Всевышнего Аллаха, как время и здоровье. Но он хочет повзрослеть, хочет получить достаток, хочет быть взрослым. И вот он становится взрослым. И вроде бы у него достаток есть уже. И здоровье есть, но времени мало. Ему постоянно времени не хватает. И он обделен временем. И вот он уже начинает стареть. Вроде бы ему уже деньги не нужны. Достаток есть. Может, и богатство есть. У всех по-разному. Но теперь здоровья нет. Он постарел. Дряхлость. И вот он на пороге смерти. Но на самом деле на пороге настоящей жизни. Если его не обманули, если он не обманулся, не был обманут. Такова жизнь. Эльфания. Приходящая, уходящая. И любое благо в этой жизни, оно приходящее. Есть очень много сравнений, которые приводил посланник Аллаха, чтобы донести эту простую истину. Она простая, но, к сожалению, все мы, да даже верующие, обманываются. Потому что постоянно смотрят вниз, постоянно бегут куда-то. Мы оказываемся обмануты. Но благо посланник Аллаха оставил нам эти сравнения. Каковы же эти сравнения? Я вам приведу несколько из них. Не все, естественно. Пророк, что сказал? «Мауда сауты фил джаннах хайрун мин ад-дунья ва ма фиха». То место от плети в раю. Место от плети касания в раю. Это образ, метафора. То есть нечто незначительное. В раю хайрун мин ад-дунья ва ма фиха. Лучше всего того, что есть в этой жизни и всего, что и в ней есть. Валя гудватун фи сабилилля ау раухатун хайрун мин ад-дунья ва ма фиха. Выйти, вернуться на пути Всевышнего Аллаха лучше того, что есть в этом мире и всего того, что в нем есть. Или еще одно сравнение. Пророк говорит: ю'та би ан'ами ахли дунья мин ахли нар йом аль-кияма. Приведут в день воскрешения человека, который ан'ами дунья, человека, который обладал самыми, что не есть, милостями этой дуньи. Кто купался в этой дуньи, да?
Но он будет из числа обитателей ада. Мин ахлин нар. Фаюсбагу финари субга. И его окунут один раз всего лишь в ад. Опустят один раз в ад. Сумма юкалю, а затем его спросят: ябна Адам, о сын Адама, халь раайта хайран кад? Ты видел когда-нибудь благо вообще? Халь марра бика наимун кад? У тебя была когда-нибудь вообще милость какая-то? Имеется в виду из этой дуни. Фаякуль, и он скажет: ля валлах, нет, о Аллах. Я раб, о Господь мой. Он забудет все те блага, все те милости, которые были у него. Все стерется. Всего лишь отпустят в ад на мгновение и вытащат и спросят. И далее пророк саллаллаху алейхи говорит: приведут человека, который с точки зрения, имеется в виду достатка, недостатка, страданий, имеется в виду физических, материальных, осязаемых. Но он будет одним из обитателей рая. Фаюсбагу субгатан филь джанна. И его окунут в рай. Опустят в рай. Фаюкалю лаху ябна Адам. И его спросят: о сын Адама. Халь раайта бу'сан кад? Тебе когда-нибудь вообще тяжело было? Халь марра бика шиддатун кад? Ты оказался в тяжелом положении хоть когда-нибудь? И он скажет: ля валлах. Нет, клянусь Аллахом. Я никогда не был в тяжести. Я не был в затруднительном положении. Хадис приводит Муслим. Еще одно сравнение. От Джабира, да будет доволен им Аллах. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям шел по базару, по рынку. И вот он увидел барана или козла мертвого, но с обрезанными ушами еще к тому же. И он сказал: айюкум юхиббу ан якуна хаза лаху бидирхам. То есть зрелище не одно из лучших. Мертвое животное, да еще и уродливое это животное. Да? И пророк спрашивает: кто-нибудь из вас хотел бы, чтобы вот это было у него за 1 дирхам? И сподвижники сказали: «Валлахи, лау кана хайян кана айбан». О посланник Аллаха, если бы он был бы живым, то и это было бы айб, да? То есть нечто постыдным, чтобы мы это взяли. Ляннуху асак, потому что у него уши обрезаны, он уродливый. Факейфа вахуа майит, о чем говорит, если он еще и мертвый, да? И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: фаваллахи. Это сравнение для того, чтобы донести смысл, глубину. Фаваллахи, клянусь Аллахом, ла дунья ахвану аля Аллахи мин хада алейкум. Для Аллаха презрение это дунья, нежели вот это. Через сравнение пророк саллаллаху алейхи ва саллям пытается объяснить сподвижник. Еще один хадис. Хадис сам по себе он слабый, но он сахихун ли гайрихи. Но он достоверный за счет других сообщений, других хадисов. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: я Дахак, о Дахак, один из подвижников. Аля я Расуль Аллах, ма таамука, что является твоей едой? Он сказал: я Расуль Аллах, посланник Аллаха, аллахму валлабн. Я ем мясо и молоко, ну или простокваши. И в что это превращается? То есть эта еда во что превращается? В то, что ты знаешь, о посланник Аллаха. Фекалии имеется в виду. قال فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. Всевышний Аллах в качестве примера, чтобы объяснить, что является эта дунья, он привел пример, то, что выходит из Ибн Адама, из сына Адама. Вот это и есть дунья. Так через примеры,
который мы можем себе представить, посланник Аллаха пытается донести, что является эта дунья на самом деле. Еще один хадис, еще одно сравнение. Посланник Аллаха сказал: «Валлахи мад дунья фил ахира илля масали ма ядж'алу ахадакум исба'у фил ям фальянзур бима ярджа». Клянусь Аллахом, все, что есть в этой жизни, по сравнению с грядущей жизнью, подобно илля масали ма ядж'алу ахадакум исба'у фил ям, подобно тому, что остается от того, что прилипнет к пальцу сына Адама, когда он опустит его в море. Ну что останется? Капля. Вот такие примеры пророк ﷺ приводил. Поэтому, дорогие братья, не допустите убытка, не обманитесь. Мы не должны быть обмануты этой дуньей. Итак, Всевышний Аллах Субхану Тааля во многих аятах об этом говорит. Об этом предупреждает. Так Аллах Субхану Тааля говорит: скажи, поистине те, которые являются потерпевшими убыток, те, которые погубили самих себя, и свои семьи, в день воскрешения. «Аля залика хуа аль-хусрануль мубин». И такова на самом деле ясная потеря, ясный убыток. И также Всевышний говорит: «Валь аср инналь инсана лафи хуср». Клянусь предвечерним временем, поистине человек в убытке. «Илля аллазина аману», за исключением тех, которые уверовали. «Ва амилу салихат», творили праведные деяния. «Ва тавасау биль хакки, ва тавасау бис сабр». И заповедали друг другу истину, и заповедали друг другу терпение. Именно поэтому, будучи обладающим разумом, человек, который размышляет над всем этим, он всегда будет помнить, что настоящая жизнь на самом деле это та жизнь, к которой мы приближаемся с каждой секундой, с каждым часом, с каждым днем. И поэтому Анас, ради Аллаху анху, говорил: «Аллахума ла айша илля айша ал-ахир». О Аллах, нет на самом деле жизни, кроме как грядущей жизни. Муттафакун алей. Что пророк ﷺ сказал от Анаса. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Ома хадихи дунья илля ла'ибу ва лаху». И эта жизнь, о верующий, эта ближайшая жизнь на самом деле является всего лишь развлечением, забавой. «Ва инна дар аль-ахирата». И поистине грядущая жизнь лахи аль-хайаван. И она есть настоящая жизнь. Лаукяну я'ламун. О, если бы они знали. Но в современном, циничном, материальном мире неверующие атеисты, модные агностики, они что говорят? Они не верят всему этому. Традиционные мусульмане, которые называют себя мусульманами, они могут доверять тому, что увидели, тому, что пощупали, тому, что осязали и тому подобное. И поэтому, когда рассказываешь обо всем этом человеку далекому, да, от веры, от духовности, они что говорят? Они говорят: да разве оттуда кто-нибудь возвращался? Да что это такое? Да вы пытаетесь нас обмануть, хотя ты ему пытаешься объяснить правду. Так вот, ах, если бы они знали, ах, если бы эти люди знали, что рай на самом деле, он не так далек, как говорят все эти люди. Кто-то может возразить, сказать: шейх Ходжа, что такое говорите? Этот мир испытаний, тяжело. Хуликал инсану фи кабад, человек создан в тягостях, испытания и тому подобное. Да, так оно и есть. Но означает ли это, что человек
верующий, который проходит через эти испытания, проходит через эти тяжести, что он в несчастье. На самом деле, если мы искренни со Всевышним Аллахом, то у нас будут совершенно другие ощущения. У нас будет ощущение радости и счастья, невзирая на то положение, в котором мы оказались. И об этом говорит Всевышний Аллах. И об этом говорили ученые. Так Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман амиля салихан мин дакарин ау унта». Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью. Одарим прекрасной жизнью. И вознаградим за лучшее из того, что они совершали в грядущей жизни. Так вот, ах, если бы они знали, что рай на самом деле, он близок. Аромат рая можно и должно ощутить здесь. Почувствовать его тут, в этой жизни, в этой дуне. Как это подчеркнул один из величайших ученых исламских. Он сказал: «Инна фид дунья джаннату». Поистине, в этой дуне есть рай. «Ман лям ядхульха», тот, кто не вошел в этой жизни в рай, «лям ядхуль джаннат аль-ахира». Он не войдет в рай в грядущей жизни. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Ва-амма алладина су'iду фафил джанна халидина фиха». Счастливые же прибудут в раю. Они прибудут там вечно, пока существуют небеса и земля. Если твой Господь не пожелает иного. Это будет неиссякаемый дар. Счастливые где? Счастливые уже в этом мире. Что говорит Саади, рахимахуллах, в толковании? Праведники, которые обретут счастье и добьются успеха, попадут в райские сады, в которых они пребудут во веки веков. Это будет неиссякаемое вознаграждение. Потому что щедроты и удовольствия, которыми Аллах одарит праведников, будут вечными и бесконечными. Они никогда не закончатся и не иссякнут. Поистине, в день джума, дорогие братья, есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Лишь на Него мы уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьется этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Итак, дорогие братья, путь счастья человека, как правило, мы не говорим про исключения, как правило, путь счастья человека проходит через 3 этапа, через 3 обители. Так Всевышний Аллах говорит. Сейчас я вам процитирую аяты и объяснение к этим аятам. Калля! О нет. Баль рона аля кулубихим макану яксибун. И все вы эти аяты знаете. Но нет! Напротив, их сердца окутаны тем, что они приобрели. Сердца покрываются точками, пятнами из-за совершения грехов. И далее Аллах говорит: «Инналь абрара лафи наим, ва инналь фуджара лафи джахим». Поистине праведники фи наим, в милости. «Ва инналь фуджара лафи джахим». И поистине грешники джахим, в огне, в страданиях. Что говорит имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, по этому поводу? Он говорит: «Аль-абрару фи наим, фи даурихиму салята». Праведники в милости имеется в виду в 3 обителях. Что это за 3 обители? Имеется в виду дунья и в этой жизни, вадаруль барзах и в барзахе, вадаруль ахира и в грядущей жизни. Не просто в грядущей жизни, а в этой промежуточной барзах и в грядущей.
Аль-абрару фи наим фи даури саляса. И то же самое наоборот. Так где же этот рай? Возможно, вы спросите, о котором сейчас я говорю, да? Где он, этот рай? Как его почувствовать? И почувствовал ли кто-либо его? Я вам приведу, опять же, примеры из жизни посланника Аллаха, из жизни сподвижников. Что говорит пророк, мир ему? Обратите внимание. Он говорит: «Иза марартум бирьядиль джанна фартау». Обращаясь к сподвижникам, однажды пророк ﷺ сказал: если вы будете проходить мимо райских садов, то прогуляйтесь по ним. «Калю ва ма рьядуль джанна». И они спросили у посланника: а что это за райские сады? И он сказал: «Хиляку зикр». Это те кружки поминания Аллаха, те места, где поминают Аллаха. Еще один случай. Однажды Муавия вышел и увидел, как в мечети, пришел и увидел, как в мечети поминает Аллах. И он спросил: «Ма аджлясаку?» Что вас здесь собрало? Почему вы тут сидите? «Калю джалясна надзкуруллах». Они сказали: мы присели, чтобы поминать Аллаха. «Каля Аллаху ма аджлясакум илля зак». Поклянетесь ли Аллахом? Действительно ли это так? Он заклинает их, что вы сели, кроме ничего иного, кроме этой цели. Калю, они сказали: «Валлахи ма аджлясана илля зак». Клянемся Аллахом, мы собрались именно ради этого, мы пришли именно ради. Каля амма инни лам астахлифукум тухматан. Клянусь Аллахом, я не попросил вас поклясться, сомневаясь в вас. وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. Дальше он упоминает о своей степени приближенности к посланнику Аллаха, и он говорит: «Ва инна расуль Аллах», и поистине посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, хараджа аля хилкатин мин асхабихи. И он объясняет, почему он задал этот вопрос. Он говорит: однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел и увидел, как люди поминают Аллаха. Факаль ма аджлясакум. И он задал именно тот вопрос, который задал Муавия этим людям. Почему вы тут сели? Факалю. И они ответили: джаласна назкуруллах ва нахмаду аля ма хадана лил ислам. Мы сели восхвалять Аллаха, благодарить Аллаха за то, что Он наставил нас к исламу. Каль Аллаху ма Аллахи ма аджлясакум илля зак. Поклянетесь ли вы Аллахом, что вы сели именно ради этого? Калю, они ответили: «Валлахи ма аджлясана илля зак». Мы сели именно ради этого. Каля амма инни лам астахлифукум. И он, то есть Муавия повторил один в один слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: а ведь клянусь Аллахом, я не заставил вас поклясться, сомневаясь в вас. Валякиннаху атани Джибриль. Однако в этот момент пришел Джибриль мне и сказал, сообщил мне: «Инна Аллаха азза ва джаль», поистине Аллах всемогущий, Он и велик, юбахи бикумуль маляйк. Он гордится вами перед ангелами. Есть очень много версий относительно этого хадиса. Дорогие братья, этот рай, помните, рай, который обещан, он начинается тут. Этот рай верующий чувствует тут. Тот, кто не почувствовал этот рай тут, он не почувствует его там. И каждый, на самом деле, ощущает этот рай в своем сердце, в своей душе на протяжении всей своей жизни, в зависимости от своей веры. От своего роста духовности это зависит. Да, рай начинается именно с этой жизни. И недаром пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, все вы, наверное, слышали про это. Что он сказал? «Ма байна минбари, ма байна байти ван минбари, раудатун мин риядуль джанна». Тот, кто был там, в Медине, да? Есть место. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит об этом месте. Он говорит: вот это расстояние от моего дома, был дом, то есть комнаты жен посланника Аллаха, дом,
и минбар. Изначально так было. Оно сейчас находится внутри. Получается, внутри Аль-Мадина, Масджид Аль-Набави. Внутри мечети пророка. Он говорит, вот это расстояние от моего дома до моего минбара, это есть райский сад. Один из райских садов. Приводит Бухари, Муслим. Да, ученые по-разному трактуют эти слова пророка. Но пророк сравнивает это место с раем. Кто-то говорит, это место сабабун лидухули джанна. Это причина, если ты там помолишься, то ты войдешь в рай. Но так или иначе пророк сравнивает это место и говорит, это один из райских садов. Также пророк сравнивает посещение больного. Если, что говорит пророк приводится у Муслим. Инналь муслим ида ада ахахуль муслим. Поистине мусульманин, если навестит своего брата мусульманина, лам язаль фи хурфатиль джанна хатта ярджа, то он будет среди плодов рая. Хурфа — это плоды рая, до тех пор, пока не вернется. Также пророк говорит, ман ада маридан, тот, кто навестил больного, аузара ахан, или посетил своего брата, филля, которого любит ради Аллаха в Аллахе, надаху мунадин, к нему обратится глашатай и скажет, тыбта ватаба мамшак, благ ты, и благи твои шаги, вот абавата миналь джаннати манзиля, и ты занял место в раю. И много таких хадисов на самом деле. И пиком всего этого является тот случай, о котором я рассказывал на прошлой хутбе, не здесь, в другой мечети. Анас ибн Абу Надр, дядя величайшего сподвижника Анаса. В битве при Ухуде, когда мушрики во главе с Халид ибн аль-Валидом, Халид ибн аль-Валид еще тогда не был мусульманином, обошли гору лучников и ударили сзади, потому что лучники покинули свои места. И удар пришел сзади. И начался хаос. Он сказал, увидев Саада ибн Муада, я не буду пересказывать всю историю, он что сказал? Он сказал, «Аль-джаннату ва раббу надр». Он сказал, джанна, рай, и Господь Надра, имея в виду себя. «Инни аджиду рихаха мин дуни Ухуд». Поистине я чувствую запах рая, там, за горой Ухуд. Я чувствую запах рая. И он бросился в бой и пал шахидом, потому что страстно желал этого, и так хотел, и Аллах Субхану ва Тааля ему дал. На нем было огромное количество ран, и не могли опознать его тело. Опознала тело его сестра по пальцу. Ученые как трактовали это, эти его слова? Аль-Хафиз ибн Хаджар, что сказал? Он сказал, «Рихуль джанна дуна Ухуд». Запах рая, помимо Ухуда или рядом с Ухудом, с горой Ухуд, «Юхтамалу ан якуна залика аля аль-хакика». Возможно, имеется в виду в прямом смысле. Он действительно почувствовал запах рая. «Уаюхтамалу بأن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين». А возможно, имеется в виду метафора, поскольку он был уверен в том, что на правильном пути и попадет в рай. Поэтому, дорогие братья, о верующие, настоящая жизнь – это та жизнь, не эта жизнь. И как должно, особенно сейчас, во время этой дикой российско-украинской войны, понимать. Тем мусульманам России, которые воюют здесь, ради чего они воюют. И насколько важно нам, мусульманам, которые воюют тут, постоянно очищать свое намерение.
сражаясь, если те, кто вышел на путь сражения. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.